Короче, ребята, мы сегодня с Туланом идем вон в ту тайгу кормить комаров. Давно уже просят поснимать Тулана. Потеряли мои подписчики. Не знаю, о чем думают, но Тулан у меня сейчас, на улицу там возле вольера гуляет и все, а в тайгу еще не выходил эти недели. Последний поход в Заречье было и все. Все время я в будке сидел. В этом, как красиво поют птицы. А село еще не проснулось. Вон там церковь с этой стороны. Сено не скошено, но она там по пояс. Думаю, роса. Посмотрим. Отпустил Тулана с поводка. И вот смотрите, тут канава такая. Где-то глубина 70 сантиметров. Он побежал с разгону и неожиданно эта канава. По травой ничего не видно, за травой. Короче, прыгнул и в канаву попал. Даже немножко травму грудины она получила. Как-то он ударился, даже не перепрыгнул, а именно в канаву он попал. Потому что травы очень много. И щенок, конечно, к этому еще не готов. Поэтому так получается. Новостройки даже есть. Некоторые моменты. Где-то строят, где-то все гниет. Надо тропинку найти, где бы нам идти. Самим не попасть в какую-либо канаву. Немножко скошено. Вон какие канавы везде. Видели? Под травой. Вот ты наступишь в эту канаву. Опа, опять вот попал он. А он на разгоне вон так. Когда он летел, бежал и попал вот в такую канаву. Так, ладно, сейчас разберемся. Решили сходить в эту тайгу. Сейчас как-то уже время такое, что должны быть грибы, первые грибы выйти. Вот мне это интересно и решил все-таки здесь где-то километра 4, наверное. Километра 4 пройду. Роса еще. Как еще не выпалось? Конечно же, он часов до 10 роса еще будет. Вон туда он пусть погуляет. Айду не взял сегодня, потому что, недавно он еще был в походе. Сходили за веником, за берестой, и Айда ему не сегодня дома. А Тулан пусть побегает. Он тоже линяет, и надо, чтобы старый шерсть выпал быстрее. Вот по этой траве, по высокой траве будет ходить, и еще через кусты придется проходить. Да. Вот и дошли. Сейчас уже зайдем в тайгу. Здесь яголи нету, здесь ельник, сосна. Вон как. Собака идет, прыгает и ничего под ногами, под лапами не видит. Из-за этого может быть всякая ерунда. Но я даже испугался, как-то он с криком так упал. Как с криком. Не будет же он как человек кричать. Я просто ойкнул так. Думаю, еще хана, что-то он сломал. Все вроде нормально. Юхтит. Ох, нагуляешься ты сегодня у меня. Ох, нагуляешься. Хорошо-то как. Не буду комаров. Сейчас помажусь антикомарином. И зайдем в тайгу. Вот я сейчас снимаю церковь. Строят, который. Церковь уже почти практически все построили. Там внутренняя работа уже идет вовсю.
внутри, я не знаю, что там. Меня приглашают тоже, говорят, иди, заходи. Но неохота мне туда заходить. Наружная стойка вроде как закончилась. Там идет внутренняя, там дальше. Вот здесь поп живет. Ну, и смотрите, какая большой дом. Я не знаю, сколько комнат. Комнат 20, наверное, там не меньше. Дальше идет вон там постройка сейчас началась. Тоже большая. Не знаю, что там строится. Но стройка, конечно, очень большое. Здание тоже что-то там строят. И смотрите, там вдали тайга, так голубые, ну, цвет такой голубой. Интересно даже. Ну, и сейчас в задумках у меня еще сходить на другое поле, там поснимать речку и тайгу. Там, думаю, очень красивый вид получится. Но это посмотрим сейчас, какой круг я в тайге буду делать. Если не так далеко зайдем тайгу, может еще сходим в сторону речка. Если нет, так будем только в тайге ходить. Такие делишки. А, Туланчик? Тула? Все, первые метры тайги уже пошли вон окраины поля. Мы уже идем по тайге. И здесь такое болотистое место. Место такое сырое. Обычно здесь морожку собирают, но что-то там ягод не так много. И я смотрю, у меня сапоги дырявые. Что-то где-то что-то, вон, лопнуло. У меня здесь уже отремонтировал, а там заново уже новая трещина пошла. Ну, вообще, эти сапоги уже гниют, начали гнить. Это не от того, что я куда-то наступил и там дырочка получилась, а это все. Это сапоги только выкидывать, это уже гниль пошла. Вся надежда на Тулана. От дверей, если что, кого-то встретим, если или еще. Надеюсь, будет, ну, предупредит там. Он все-таки собака раньше человека услышит. Хоть людей, хоть еще кого. Ну, самостоятельно ходит, нюхтит что-то. Пусть привыкает без зайды. Так. Ну, я пройду по тем самым местам грибным, именно по грибным. Вот сегодня у нас разведка, и уже 100% надо быть уверенным, что где-то что-то увидим. И чтобы уже развеять все сомнения, что в лесу грибы есть, люди собирают, ходят. А уже ты сам сходишь, уже воочию все увидишь. Есть или просто вот так слух и болтаю, что вот кто-то собирает там. Очень много тоже болтунов, которые один гриб, может, найдут где и говорят там такое, что по всей тайге куча грибов. Ноги у меня сырые уже, все, ребят. Вот такие делишки. Фу, блин. Не ожидал, что... Ну, я не думал, не проверил заранее. Блин, в прошлом году я здесь ходил. Надеюсь, тоже было, может. Ну, это отмечают. Ягоды кто собирает. Ну все. Налет начался уже. Комарье. Овода пока нету. Ну, конечно, если остановиться еще. Вот смотрите, как гул какой. Надеюсь, слышно. Снимать уже много раз снимал. Тучи комаров. Далеко не отходит. Так, не спеша ходит рядом. Пусть привыкает. Ребят, я спрятался.
Нашел. Надо было, чтобы подальше он отошел. Как вот бывает там, ну не бывает, это факт. Собака отойдет, скажем, на где-то 50 метров. А ты затаишься, тихоря сидишь и наблюдаешь. И ищет тебя, возле тебя он бегает, но не находит. Зачастую такие щенки. Этот пока нашел, но не так я спрятался и антикомарином, но она воняет там, нюхтит там, слышит. Хоть не видит человека, но у них нюх хороший. Но я уже брожу по тем местам, где в надежде что-то найти. Но пока тишина. Обычно красноголовики вот в таких сырых местах они первое время, в начале сезона выходят. Вот кусты черники, но ягод вообще нету, ребят. Весной все цвело хорошо. Надежда была какая-то. Ну вот кустики есть, но очень-очень мелкие ягоды. Еле заметные. Не знаю, что-то будет, нет, но для сдачи вряд ли. Нюхтит песик-то. Тула. Нюхтишь? Нюхти. Побежал. Так. Ребята, рябчики пищат. Что-то Тулан возле них побегал и возвращается. Ну, это так есть, но надо посмотреть, в общем, выводка где. Так. Да, это самка где-то. Он слышит. Ладно. Вон я его вижу. Или самец, или самка. Он улетел. Пересел. Сейчас поснимаю, ребят. Он не улетит. Она, если самочка. Но Тулан тоже вот смотрит, но пока не получается, чтобы... Так. Потерял я ее. Блин, куда же он перелетел-то? Все. Понял. Блин, с этим комаром ничего не получается заснять. Где же он? Ну, молодец. Понаблюдал. Он именно смотрел на рябчика и наблюдал. Лай, конечно, не получилось еще, но чтобы полаять. В рот залетает. Вот как-то очки я снял, чтобы в экран посмотреть. Вон как смотрит. Смотрит. Это хорошо. Это очень хорошо. Нюхтит, смотрит. Так, ладно. Я смотрю, может самка или самец, но птенцов почему-то нету. Улетел. Все. Тропинку нашу опять нашли. И сейчас вот лесников, от кого я вижу, охотников, рыбаков, у всех я спрашиваю, хоть с другого района, хоть кого, кто ходит именно по тайге, кого-то видят или нет там, пауки всякие. И у нас вот с нашего села боровую дичь
Так, где-то пищит. И с нашего села говорят, что боровая дичи, ну, нету. Вообще практически нету. Что-то выводки, наверное, погибли, потому что весной дожди были. Но зато зверей куча. Там у одного спрашивал, за Хариусом они ездили. Как говорю, рыбалка. Рыбалка говорит, так, мелочь ловится. И что-то видели, нет, спрашиваю. Один говорит, сперва говорит, начали плыть по реке. Волны увидели. Волны, ну какой-то зверь, говорит, переплыл речку. Потом дальше, говорит, поплыли. Лось, говорит, лежит в воде. С рогами. Ну, такой уже с рогами он, короче, встал, говорит, он, и перешел, говорит, ну, мелкая речка там, перешел речку и поднялся, пошел. Дальше, говорит, плывем, там, говорит, посмотрели, а там медведь. Медведь так на нас, говорит, смотрит. Тут тропинка тоже нормально, вот. Основную тропу нашли. Медведь, говорит, на нас смотрит. Метров 20 от нас. И чуть в стороне такой шорох, говорит, слышим. На второй или поменьше, или побольше, крупнее медведь. И дальше, но они, говорят, зашли в лес. Дальше еще поплыли. И там увидели оленя. Олень, говорит, линяет, очень, ну, одиночный олень, тоже с рогами, говорит, самец был. И линяет, говорит, вообще ужасный вид у него при линьке. Так что есть в лесу, в тайге сейчас? В основном держатся они возле рек. И второго охотника видел, тоже на рыбалку он съездил. Он видел 2 медведей. Лосей никого не видел, но 2 медведей, говорит. Один, говорит, тоже крупный, большой был. И смотрели, говорит, друг на друга с близкого расстояния. Он на лодке, говорит, я тоже рыбачил, плыл. И друг на друга, говорит, смотрели. Но все равно, когда ты в лодке, как-то себя безопаснее чувствуешь. Но если прыгнет на тебя, ты да ничего не успеешь сделать. Ничего не успеешь. Там такая скорость у него. И по течению, он, говорит, быстро тоже идет по реке. Только против течения, если веслом, если вдвоем веслом убежать, против течения от него можно убежать. А по течению он догоняет лодку. Если с веслом. Я не имею в виду с моторкой, когда ты едешь или еще что. Фу, блин, вот это ужас. Ну, вот сейчас нахожусь на том самом месте, вот, где должны быть грибы. Ну вот, что-то их нету. Дальше там тупик, там болото. И пойдем мы направо. Фу. Ой, блин. Фу. Здесь вот красноголовые обычно здесь в первое время выходят. Но видно еще, что время не пришло. Время не пришло. Ничего пока нету в лесу. И так уже на 2 недели все идет с опозданием. Скажем, если 10-го ты грибы собирал, значит
Надо уже где-то числа 25 искать. Сейчас пока ничего нету. Да, в нашей тайге, ребята, черники мало. Вот черника штучно в кустиках. Не розгами, а штучные так. Мало их. Ну так. Не так много. И местами. Сколько уже я иду. Таких ягодных мест, чтобы на глаза попадали. Нету, мало их. Вышел на дорогу, поднимается тропинка, и эта дорога идет до Вишерских болот. 8 километров от села. Эта дорога протяженностью 8 километров. И если по этой дороге подняться до Вишерских болот, можно подняться. Там очень широкие болота и гусиные перелеты хорошие. Гуси там стреляют. Тут небольшое болото. Сейчас сходим. Еще посмотрим здесь. Для интереса. Морожку глянем. И большой круг я делать не буду, потому что грибов вообще нету. Тут Мишка воротил. Это в этом году. Мы что-то говорили, то что здесь тоже Мишка с медвежонком бродит. Видели его, но не знаю, может он или еще кто-то другой. Так, ладно, сейчас здесь посмотрим. Ну, здесь мало тоже, но вот видите как. Вообще еще только не раскрылись еще даже кустики. Вон, спрашивают, и морожку собираете? Нет. Вот морожка. Морожка еще кын. Вообще еще как картошка. Но сейчас конкуренция большая. Ягоды быстро собирают. Там еще она не спелая, а уже бегут, собирают. Лишь бы собрать там. Дома уже дозреет. Вон. Вот так. Ну, ягоды еще не спелые. Еще где-то полмесяца надо ждать. Вон. В принципе, есть они, но мало и еще не раскрылись. Вот здесь каждый год, чтобы, вот, скажем, угоститься, там, по пути там в рот всегда есть что закинуть. Ягоды всегда тут есть. Это 100%. Это 100%. А, клан? Нюхтишь? Мухтишь? Напугал ты меня, когда ты овраг перепрыгивал. Хвостик опустил, думаю, все, хана собаке. Ну нет, вроде все, бегает. Здесь уже что-то, какие-то следы. Видели? Как-то протоптано, но ну, как сказать, если лось пройдет он до земли, до грязи, ну это, наверное, просто обычно, я не знаю, что. Но это не зверь, никто не прошел. Так сам по себе, наверное, получается. Да, маленький круг сделаем. Здесь какая-то тропинка даже небольшая должна быть. Так. Ладно, сейчас пока выключаю. Вот, смотрите, какой лес. Без солнца здесь моментально новичку заблудиться. Это буквально за 3 секунды. И ты уже все, затерялся. Если местность не знаешь, однотонный тайга здесь, однотонная. Елки, береза. И когда ветер, дождь, идешь ты вообще, ну, неприятно идти. Так.
Це нам що? По комментариям там много интересных комментариев даже в мой адрес пишут. Мало дела, а много болтовни, но я не знаю, что имели в виду там, что я должен делать. А я делаю то, что мне нравится. Хочу вот болтать, рассказать что-то, то и делаю. Так что показывали, там можно включить каналы своими руками. Каждый раз показываю, что-то делает. Так что, кому что. Всем угодить я уже понял, что не могу, не смогу. Я начал делать то, что мне нравится, и буду делать дальше. О, блин, какой сухостой хороший тут. Сосняк сухостой. Ну да, на дрова. Хороший сухостой. Елка здоровая тоже. Фу, блин. Комары в рот залетают. А вот она, тропинка-то. Я даже чуть вглубь зашел, а оказывается возле болота идет. Ну, ладно, пойдем пока. Пока тут ничего нету. Снимать, показывать. Ну, грибов я не вижу пока.